Ömrüm kervan gibi geçecek özüm o günden. Balalıkta osken yerim çıkmay esimden. Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizden bağlı. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. В 1988 году мы приехали с гастролями с группой Евсане в Крым. Это мое было первое путешествие в Крым. И приехав в гостиницу, остановившись в гостинице «Москва», мы втроем, Наркет Рамазанов, Рустем Бари и я, приехали тут же в Бахчисарай. Потому что наши родители были родом отсюда. И когда я приехал в Бахчисарай, увидел красоту, увидел вот эту старину, побродил по улочкам, тогда у меня родилась эта песня. Это дом, в котором родилась моя мама, в котором она выросла. Мама родилась в семье музыкантов. Мой дед был дариджи, его братья играли на скрипке. Отца дом сразу за ханским дворцом, там наверху. Это Маалле, называется Асмакую. Семья отца – это семья ювелиров. Они всю жизнь занимались, мои деды, прадеды прадедов моих занимались ювелирным делом. Отец у меня тоже был музыкантом. Играл на скрипке и на трубе. Он пел замечательно, знал фольклор. И вот его произведения, ювелирки, это для меня застывшая музыка. По этим переулкам, по этим улочкам когда-то ходил, гулял, бродил мой отец. Эти камни, наверное, помнят это время. Мое детство связано с музыкой. А музыка в мою жизнь пришла в 5-летнем возрасте. Как так получилось, я играл на улице, и отец привез пианино. Меня отдали в музыкальную школу. Я тогда не умел еще ни читать, ни писать, но в музыкальной школе нашли у меня, определили абсолютный слух, и это решило всю мою дальнейшую судьбу. Творческая деятельность, связанная с крымско-татарской музыкой, у меня началась в консерватории, когда я стал студентом консерватории композиторского факультета. Тогда меня пригласили на радио. Наш композитор, уважаемый Фюзиага Алиев, создал ансамбль «Яшлык». У меня было 2 произведения, это «Крымский эскиз» и песня на стихи Черкеза Алием. Но была одна проблема с названием. Я назвал свое инструментальное произведение «Крымский эскиз», а на Гостелерадио главный редактор попросил слово «крымский» убрать. И потом мне объяснили, что слово «крымский» было тогда под запретом. Нелер келді, нелер келер бұ дүнияға. Халқың дағытылды бүтін Европаға. Америка вен Асияда қалмады. Не үшін Крым айт? Не үшін? Өз юртымда татар яшап оламады. Не үшін Крым айт? Не үшін? В один из теплых летних ташкентских вечеров мы случайно недалеко от театра Наваи встретились с Рустемом Фаизовым. Мы поехали к нему на дом Рабат домой, а его отец Рамит Юнусова был любителем
крымско-татарского фольклора, крымско-татарской музыки. И он попросил меня поиграть свои песни. И вот когда услышал мои песни, он Рустем говорит: хорошо было бы, если вы создали какой-то крымско-татарский ансамбль. А в чем проблема? Давай создадим. И за короткий промежуток он нашел людей, я составил программу, мы нашли помещение, а нашли самых лучших музыкантов. Это был 1976 год. Начали заниматься, и в течение года мы сделали программу. И после этих концертов были разные мнения у людей. Кто-то говорил, что мы портим татарскую музыку, а кто-то был в восторге, такого не было, чтобы джаз-рок татарский звучал, чтобы там регги. Кстати, регги, это в Эфсане появилось первое. Да, мы хорошо понимали, что язык и фольклор сохранил нас как нацию. Мы, музыканты, в то время играли свадьбы, но после свадьбы мы узнавали, где кто другие музыканты играют. Ехали на машинах туда, чтобы, если старики наши работали там, мы их записывали. Я записывал это на ноты, я записывал это на магнитофон, я это запоминал. И занимался собиранием фольклора. Ну, не только я, каждый музыкант вел такую вот жизнь. К сожалению, после переезда в Крым это все прекратилось. В последнее время мне так жалко наш фольклор, потому что его используют кто как хочет. Ну, посудите, песня «Камыша бак камыша, сунелесин янмыша». Анда öyle sözler var. Там такие слова есть. Çok dertlerге dayandım, buna da dayanmak керек. Это же такая трагическая песня. А все ее в веселом ритме. Çok dertlerге dayandım. Так поют. Ну, это же нельзя. Это же абсурд. И не хочу останавливаться. У меня творческая жизнь продолжается. У меня появляются новые песни. Сейчас над новым альбомом работаю. И многожанровый альбом будет. Нашим певцам надо задуматься, что певец должен иметь свои песни, по которым он будет узнаваем. — 26 мая 1990 года я сел в самолет с супругой. Мы уже навсегда покидали Узбекистан. И вот у меня в руках это кассета с этими песнями. Самая первая «Здравствуй, Крым» была. И в сумке это бобинная лента вот, со всеми моими песнями. И вот я сели в самолет, где-то впереди мы сидели. Я попросил стюардессу поставить эту кассету, только первую песню. И вот представляете, вот, полный аэробус, 360 человек, крымские татары сидят. Потому что тогда в Крым, в Симферополь только татары летали. И вот эта песня зазвучала, я сказал, погромче включите, вот эта песня зазвучала. И вот я смотрю в их глаза, я смотрю на их лица. И для меня это было тоже вторым потрясением. Первое потрясение было это, когда я увидел Крым. Вот. И второе потрясение, когда я увидел результаты этой поездки, результаты моего труда, результаты моих бессонных ночей. Подо мною плывет утренний дым, тучи белоснежных гряда, и несет самолет вновь меня в Крым, только теперь навсегда. Здравствуй, Крым, старый дом, и море черное, здравствуй, сонный лес и поля, здравствуй, родная земля. Семья, конечно, это святое.
Семья у меня замечательная. Семья у меня трудолюбивая, красивая и любит очень музыку. Любит мои песни и поет мои песни. У меня уже появились внуки, уже старшему 5 лет, младшему 2 года. Я хочу, чтобы я хочу их видеть на сцене. Чтобы старший был Арслан Бахчисарайлы, младший Адиль Бахчисарайлы, и чтобы они пели мои песни на сцене. То есть, чтобы мой творческий путь не закончился, а продолжился в их жизни. Мне хочется, чтобы крымские татары еще глубже пустили корни на своей родине, и все наши последующие поколения жили и развивались у себя на родине. Я, конечно, мечтаю, но теперь я буду с удвоенной силой претворять все свои мечты в жизнь. Ah milletim, ben senin balarım milletim. Sen kısmetim, insafım benim ve kuvvetim. Nasıl dülbersin, dülbersin, dülbersin. Sensin, benim kanımda sensin, benim canımda sensin.